Добрый вечер, уважаемые участники дебатов и уважаемые зрители. До выборов главы окружной администрации городского округа город Якутск осталось меньше недели, и это чувствуется в основной информационной повестке медиапространства. Страсти накаляются, состав участников редактируется и саморедактируется. Тем не менее, мы продолжаем свою работу и рады приветствовать всех на втором круге дебатов, организованном холдингом «Сахамедиа». Как и неделю назад, мы работаем в прямом эфире. Онлайн-трансляция проходит на сайтах ЕСИА, Якутия Дели, Дерсас и на YouTube-канале Сахамедиа. Нас смотрят зрители телеканалов Якутия-24 и НВК Саха. Также нас могут слушать радиослушатели Радио Таким. С участниками мы уже встречались неделю назад, 13 и 14 марта. Кандидаты дискутировали на тему инфраструктура, решение проблем ЖКХ. Теперь мы с вами станем свидетелями второго круга дебатного забега. В минувший четверг среди 8 действующих кандидатов была проведена жеребьевка, по результатам которой выявился сегодняшний и завтрашний составы участников. Сегодня в нашей студии лицом к лицу встречаются Евгений Рябченко, Виталий Обедин, Аял Прокопьев и Сава Михайлов. Соответственно, завтра мы станем свидетелями дебатов между Иваном Комаровым, Ильей Паймушкиным, Микаэлом Заболотным и Евгением Григорьевым. Тема для этих двух вечеров – детские сады и школы, транспорт и строительство жилья. Напомним, что главной задачей каждого присутствующего на этой площадке человека является возможность максимально объективно продемонстрировать достоинства и особенности наших кандидатов. Мы очень надеемся, что претенденты на пост мэра сделают все для того, чтобы вызвать симпатии наших зрителей, читателей и слушателей в рамках этических норм и правил данной площадки. Соблюдение правил строго обязательно для всех участников. Позвольте их напомнить. Правило номер 1. Дебаты проводятся в установленное холдингом время и даты. Холдинг Сахамедиа представляет всем участникам дебатов одинаковое количество эфирного времени. Организацию дебатов и все расходы, связанные с этим мероприятием, полностью берет на себя холдинг. Во время проведения дебатов каждый участник в ходе выступления оппонентов обязан соблюдать тишину и не перебивать. В случае нарушения данного пункта правил модератор объявляет кандидату предупреждение в виде желтой карточки. Вот так выглядит желтая карточка. А в случае грубого нарушения будет показана красная карточка, звук трансляции будет выключен. После 3 желтых карточек или 1 красной модераторы имеют право остановить дебаты и потребовать от участника, нарушившего правила, покинуть зал. Если вопрос имеет двоякий смысл, носит провокационный, оскорбительный или экстремистский характер, а также дублирует смысл уже прозвучавших вопросов, модераторы могут снять этот вопрос с обсуждения. Итак, мы приступаем к первому этапу сегодняшней встречи. Каждому кандидату предоставляется по 3 минуты на то, чтобы обозначить свою позицию строго по объявленной теме, которая, напоминаю, звучит следующим образом: детские сады и школы, транспорт и строительство жилья. В соответствии с собственной предвыборной программой желаем вам всем удачи. Начинает вытянувший несколько раз подряд первый номер на жеребьевке Евгений Рябченко. Время. Спасибо. Ну, мне на первый номер везет. Скорее всего, я и стану главой города. На это точно даже. Хотел бы немножко отступить, так сказать, лирическое свое вступление. Как и ранее я заявлял, что каждое мое движение это дает уникальную возможность помочь людям. Я об этом уже не раз говорил, и на прошлых дебатах я озвучивал вопрос конкретно Якутской 4Б, и хотел бы вас удивить, может, да, проблема решилась прям буквально на следующий день. То есть я, будучи кандидатом, уже помогаю жителям, это, конечно же, радует. Вот. Спасибо большое управляющей компании Union, да, что вовремя среагировали. Ну, остались еще вопросы по канализации, я думаю, летом все-таки доработаю. Вот. Что касается темы школы, детские сады, да, у нас очень город сильно растет, что это радует, да, увеличилась рождаемость, приток с районов.
Это хорошо. То, что город растет, хорошо, но плохо то, что, к сожалению, мест не хватает. Есть национальные проекты, на это выделяются деньги, поэтому их нужно реализовывать, следить за ними, чтобы деньги не воровались. Вот. Самое главное — контроль. Вот. Что касается автотранспорта, конечно, дорог наших, которые, к сожалению, оставляют желать лучшего, здесь уже нужно работать. Я знаю, что у меня вот даже для кандидатов есть несколько вопросов по этой теме. Много проблемных вопросов, очень много. Особенно по строительству жилья. У нас проблемные, вы знаете, проблемы с переселением из ветхих аварийных домов. Растут цены, уже цены достигают, наверное, уровня Москвы, что, конечно, такого не должно быть. Я вот то же самое недавно столкнулся с этим, так как по переселению из ветхого аварийного жилья я пропал буквально недавно. И чтобы приобрести жилье у нас в городе Якутске, столкнулся с такой ситуацией. Во-первых, нужно контролировать застройщиков. У нас великий рост цен, скажем так, если брать в масштабах всей страны, произошел, когда дали дальневосточную ипотеку, разрешили по 2% брать, но вместе с новостройками взлетел и вторичный рынок. На вторичный рынок, к сожалению, дальневосточная ипотека у нас не распространяется. Поэтому есть много вопросов, есть чем работать. Инструменты у мэрии, конечно же, есть. Поэтому будем решать, будем работать во благо наших граждан, во благо всей республики. Спасибо. Спасибо большое, Евгений Викторович. Виталий Валерьевич, вам слово. Это по жеребьевке идем. Хорошо. Добрый день, уважаемые зрители. Я хочу сразу отметить одно важное обстоятельство. Сегодня многие из вас слышат выступления кандидатов. Некоторые из этих кандидатов заявляют о том, что, например, я построю 40 километров дорог, я там по программе снесу все ветхое жилье. Имейте в виду, вот эти все обещания, это не предвыборные обещания кандидатов. Это то, что уже закреплено в республиканских и федеральных программах. Поэтому независимо от того, Савва станет мэром, господин Рябченко станет мэром, или я стану мэром, мы точно так же будем строить эти 40 с лишним километров дорог по программе БКД, как вам сейчас объясняют отдельные кандидаты. Поэтому смотрите в программы глубже, смотрите там, где кандидаты предлагают дополнительные решения, помимо того, что уже зафиксировано, и того, что уже должно производиться любым мэром, независимо от того, кто выиграет эти выборы. Ну, например, что дополнительно? Вот дорожная инфраструктура. 40 километров дорог предстоит в этом году строить. Более 40 километров дорог. И, честно говоря, я не знаю, почему текущие власти, готовясь к такому огромному масштабному дорожному строительству, не проводят тендера раньше. Например, тендера по выявлению подрядчиков начали проводиться только с 17 марта. Это очень поздно. Мы будем готовить тендера раньше, мы будем привлекать больше дополнительных компаний для того, чтобы сегментировать работы. У нас как получается? У нас из-за того, что поздно проводятся тендера, весь город потом стоит перекрытый, улицы разбитые, на них работы не ведутся, нет возможности нормально ходить, нет возможности нормально ездить, и все ждут, пока высвободятся мощности, задействованные на отдельных участках дорог, и потом только придут. Вот такого больше не будет. Кроме того, при организации дорожных работ мы будем учитывать мнение предпринимателей, потому что часто они оказываются, например, к их магазинам просто при строительстве дорог просто перекрывают подъезды, не делают карманы, и к ним потом не пойти, не проехать, и удобство горожан никого не смущает. Что касается садиков. Большая проблема, огромная проблема, ее можно было бы решить, если бы наши власти не тешили себя гигантскими проектами. Вот в городе Якутске планируется построить Алан-Халленд за 18 миллиардов рублей, арктический центр эпоса, и теперь еще появилась идея суперкампуса за 11 миллиардов рублей. 29 миллиардов, почти 30 миллиардов рублей. За эти деньги можно было бы решить полностью проблему школ на территории города и полностью проблему детских садиков. Вместо этого проблему детских садиков сейчас за муниципальные власти решают частные предприниматели, которые участвуют в республиканской программе по субсидированию.
То есть там они места предоставляют родителям дешевле, а разницу им компенсируют в виде субсидий. Так вот, муниципалитет ухитряется месяцами задерживать деньги и выдумывать дополнительные условия, из-за которых потом вот этих предпринимателей, натурально разгружающих и спасающих очередь муниципальное жилье, вплоть до уголовных дел за нецелевку на них заводят. Вот такого тоже уже не будет. Люди, которые помогают городу, должны получать безусловную поддержку. Спасибо большое. 3 минуты Аяла Афанасьевича. Ваше время пошло. Добрый вечер, уважаемые горожане. Я коснусь одной из самых важных проблем нашего города – это школы. Все школьники должны учиться в одну смену. В первую смену, чтобы во вторую половину дня для них оставалось время, возможно, для дополнительных занятий, для подготовительных занятий, для кружков или просто, чтобы у них было свободное время. Дело в том, что почему у нас в небольшом городе возникают такие проблемы со школами, с детскими садами, когда даже очень много есть очень крупных городов, миллионников, 10-миллионников, где эти проблемы не стоят так же, как у нас. Я предлагаю строительство не вести в городе по одному дому, поставить один высотный дом и не думать, вот построили и продать, и забыть про дом. У нас есть опыт 202 микрорайона, 203, и вообще надо строить дома именно кварталами, комплексно, чтобы заранее в них были заложены и школы, и детские сады, гаражи, парковки, магазины, въезды, выходы, чтобы можно было спокойно и удобно доехать до центра города в течение 20 минут. У города есть площади. Мы в 202 и в 203 микрорайоне показали, что мы можем захватывать территорию у реки. Почему мы не можем то же самое делать и в других районах города? Проезжая с Мархи, есть довольно много места, где можно было бы перекопать, укрепить почву и построить достаточно обширные и красивые квартала. И так, у меня еще по транспорту, конечно, нам надо заменять пазики. Спасибо. Спасибо, Аял Афанасьевич. Сава Анатольевич, у вас 3 минуты. Время. Добрый вечер, уважаемые горожане, жители городского округа, уважаемые ведущие, оппоненты. Якутск – это единственный город, региональный центр на Дальнем Востоке, который растет. В начале 90-х было около 200 тысяч жителей. Сейчас уже 350, это официально. На самом деле неофициально здесь проживает намного больше. Здесь половина республики живет. То есть мы должны относиться к городу как к столице. Поэтому и финансирование, и приоритеты мы должны ставить. Я, в отличие от моих коллег-оппонентов, встречаюсь, провожу живые встречи. В сети не сижу, с ботами не разговариваю. Очень много вопросов по досугу, по детскому досугу. Например, в 350-тысячном городе только 4 музыкальные школы. В пригородах нету. В пригородах надо открывать филиалы досуговых центров, художественные школы, музыкальные школы. Поэтому у нас должен быть именно доступ. Тот же квартал, например, наш родной 17-й квартал. Нету ни одного досугового центра. Мы в Якутске
38 частных детских садов. И окружная администрация более или менее субсидирует, поддерживает. Мы должны также поддерживать именно досуговый центр, который будут открывать частники, например, такие как спортивные центры. Мы говорим, что в Якутске вот по кампусам, да, идея кампуса, вот оппонент уже озвучил, я сомневаюсь, потому что вот мы выведем все учебные заведения среднего профессионального образования, я думаю, что опять к сокращению. Мы не должны ни одного человека сократить, ни одной оптимизации не должно быть. Хотя бы сейчас, хотя бы во время пандемии и постпандемийный период. Потому что сокращение каждого человека – это семьи. Поэтому мы здесь будем работать. Город Якутск, он деревянный. Половина домов у нас деревянные. Поэтому здесь конкретный вопрос. Переселение. Только переселение. Других вопросов здесь не должно быть. Будущим мэром обязательно объявлю мораторий на строительство высокоэтажных, многоэтажных домов в центре города. Потому что это, сами понимаете, во-первых, коммуникации не отвечают, во-первых, создается транспортный коллапс. Жокускай город осколаларгар тёрдун агастыгынча уверенер. Боготтон сахалы класска 10 тыгынча уверенер. Бихи Жокускай город пытыгар ухуяннарга 19 тыгынча обысыйджар. Мантан сахалы группаларга 6 тыгынча. Итинеме уверитен көрек канады. Олихим бартыр минитин нулелеге. И в конце хочу сказать, город Якутск уникальный, люди уникальные. Пожалуйста, не давите на уникальных людей. Уважайте. Спасибо большое. Первый тур, в общем-то, прошел благополучно. Я думаю, что зрители наши все услышали. Свои выводы будут делать каждый самостоятельно. Мы переходим ко второму этапу дебатов, на котором мы приготовили для уважаемых кандидатов видео-вопросы от людей, которые всегда являлись проводниками мнений и чаяний общества, от журналистов Якутии. Каждый из кандидатов с помощью этих конвертов выберет имя журналиста, чей вопрос и будет считаться адресованным персонально вам. На ответ дается ровно 1 минута. Начинает Евгений Викторович Рябченко. Выбирайте, пожалуйста. Простите. Вот это да, это я. Выбирайте, пожалуйста, свой конверт. Ваш видеовопрос будет выведен на экран. Скажите, пожалуйста, от кого? Позвольте, я зачитаю. Дмитрий Аргунов, заместитель директора телеканала «Якутия». Итак, вопрос от Дмитрия Аргунова. Здравствуйте. Хотелось бы задать одному из кандидатов вопрос, который на самом деле, наверное, волнует многих. А именно, в случае его избрания на эту выборную должность, каким образом кандидат, которому достался этот вопрос, собирается решить вопрос упорядочивания очереди на получение земельных участков для льготных категорий населения. Спасибо. Время. На ответ у вас 1 минута, и ваша 1 минута началась. Спасибо. Время. Время пошло, да? Но, как я понимаю, с очередью на получение земельных участков у нас вообще проблемы, потому что я, будучи тоже многодетным отцом, планирую, наверное, всю жизнь стоять в очереди. Есть такие случаи, даже из моего окружения, которые так и не дождались земель. Здесь что можно сказать? Ну, нужно укрупнение границ города, в первую очередь, межевание участков. У нас свободных земель не так много для выдачи их. Под те же хозяйства выдаются. Поэтому здесь только укрупнение города. Вот я знаю, один из кандидатов предлагал Вилюйский район, ну, где Вилюйские дачи находятся, укрупнить гору. Думаю, в принципе, это выполнимо было бы. Спасибо большое. Следующий вопрос для Виталия Валерьевича. Чей же вопрос прозвучит сейчас? Позвольте, я зачитаю. Маргарита Егоровна Винокурова, журналист, ветеран педагогических наук, труда, печати, кандидат педагогических наук. Внимание, вопрос.
Известно, что для маломобильных граждан работало социальное такси с колясками и так далее. Но сейчас говорят, что в силу нехватки финансирования со стороны города за такую услугу инвалиды вынуждены оплачивать сами огромную сумму по 1500 и более. Вот и прошу решить этот вопрос финансирования и поддержки социального такси. Спасибо за ответы. С уважением, Винокурова Маргарита Егоровна, ветеран педагогического труда. Так, и ваша минута. Маргарита Егоровна, большое спасибо за вопрос. Вопрос актуальный. И знаете, я прямо сейчас могу дать предвыборное обещание, которое исполню 100%. Я, когда войду в кабинет мэрии, один из первых распоряжений будет о том, чтобы одну машину из автопарка мэрии с закреплением финансирования, то есть зарплаты водителей и так далее, передать на работу в качестве социального такси. Вот и все. Отлично. Просто захожу, пишу распоряжение о том, что машина будет выполнять те функции, штатное расписание пусть остается, ее обеспечение ГСМ, там, амортизация деталей остается, но она будет работать не на перевозку чиновников, а на перевозку людей, которым эта перевозка нужна гораздо больше. Спасибо большое. Это не популизм. Спасибо за ответ. Следующий вопрос для Аяла Афанасьевича. У вас также будет 1 минута. Хорошо. Спасибо. Игорь Савинов, главный редактор сайта УКТ Информ. Уважаемые знатоки, я не оговорился, вы действительно знатоки в городском хозяйстве, по крайней мере в теории. Итак, что же может сделать глава города для того, чтобы снизить цену квадратного метра жилья в новостройках, чтобы обеспечить более благоприятные условия для молодых и малоимущих семей? Спасибо. Ну что ж, ваша минута. Я в предыдущей речи уже, в принципе, сказал, что необходимо вообще комплексное строительство и строить город не в центре, а выводить не по одному дому, а кварталами целыми выводить за пределы центра города. Как мы знаем, сейчас даже стоимость квартиры, скажем, на Ленина в 1,5 раза дороже стоит тем же, как квартира, такая же КПДшка, построенная, например, в Новопортовском районе или в 17-м квартале. У нас есть запас прочности и цены взвинчены. Все? Да. Спасибо большое за ответ. Следующий вопрос для Савы Анатольевича. Позвольте. Спасибо. Денис Васильев, корреспондент издательства «Кескилл». Внимание на экран. Нашему городу остро не хватает детского общественного пространства. В Якутске много памятников, но совершенно нет зеленого сквера с фонтанами, качелями и городскими скульптурами. Якутск – город для детей или для взрослых? Вот такой вопрос. Очень И хороший вопрос, ваша Денис. минута стартует. Денис, будущий мэр, если уже в 3 классе думает об этом, действительно общественного пространства в Якутске не хватает. У нас парк, центральный парк культуры и отдыха, сами понимаете, в каком состоянии. Даже нормального туалета нет. Строится много скверов, бульвары, но опять-таки ответственности нет. Не закрепляются. Зелени совсем не хватает. Вот 203 микрорайон у нас появился, уникальный микрорайон, скажем, да? Но 204 и 205 не должно быть. Мы должны сохранить зеленый луг. Это легкие города Якутск. Леса не хватает, поэтому мы здесь будем работать. В республике есть реестр особо охраняемых мест, это Ксеридеш. Мы должны, городская администрация, я буду, да, чтобы добиваться озера Сайсары, попасть в этот список. Не должно быть там проводов зимы, площадей для этого есть. Мы озеро должны сохранить, потому что это для нас священное озеро. Спасибо большое, Сава Анатольевич. Переходим к 3-му этапу.
Он называется «Дуэль». И кандидаты уже знакомы с правилами. Вы имеете возможность задать прямой вопрос оппонентам на тему сегодняшней встречи: детские сады и школы, транспорт и строительство жилья. Напоминаем вам, что ваши вопросы не должны дублировать друг друга. У модераторов есть право снять с повестки неуместные, некорректные или не относящиеся к теме вопросы. Ну, еще раз напомним для наших зрителей, телезрителей, которые, возможно, впервые подключились к трансляции, что первыми выступают кандидаты за кафедрами. Здесь идет у нас отчет по кафедрам. Кафедра 1 задает вопрос кафедре номер 2. Кафедра номер 2 отвечает и так далее. Затем идет 3-4, затем перекрестно. То есть первая кафедра задает кафедре номер 3. Начинают всегда кафедры с меньшей цифрой. Еще раз обозначу: кафедры 1, 2, 3, 4. И на этот раз каждый кандидат может задать 2 вопроса, но строго после того, как сам даст ответ на вопрос оппонента. Второй вопрос может быть на произвольную тему, но просьба помнить о наших правилах и соблюдать их. Не переходить на личности, не оскорблять и не провоцировать друг друга. На формулировку вопроса дается 30 секунд, время ответа 1 минута. Будьте внимательны. Напоминаем еще раз, что тема сегодняшняя звучит следующим образом: детские сады и школы, транспорт и строительство жилья. Итак, мы начинаем согласно указанной схеме. Да, начинает, естественно, кафедра номер 1, задает вопрос кафедре номер 2. Это у нас Евгений Викторович и Савва Анатольевич. К барьеру. Время! Спасибо большое. Такой вопрос интересный, Савва Анатольевич. Вы знаете, что у нас Арсений Сергеевич недавно озвучил, что до 1935 года у нас все дома деревянные расселятся. Вот. Мы знаем, что над 2, 4 и 17 кварталом нельзя строить жилые дома, да, пока там в полетную зону попадает. Какое будущее вы видите у этой территории? Ну, Ответ сразу. обязательно застраивать квартал, имеется в виду на том же месте. Для жителей квартала не обязательно. Можно другие районы, тем более застраивать сейчас другие квартала, 46-й, 47-й и другие. 145-й квартал будет застраиваться. Главный вопрос: мы должны обеспечить комфортное жилье для жителей 17-го квартала, независимо от места. Да? Это раз. Во-вторых, действительно, по предполетной зоне, там 7-я подзона аэропортовая, здесь работы ведутся, идет диалог с авиаторами, поэтому здесь будем активно тоже работать. А так, действительно, вот у нас вопрос, завтра я тем более встречаюсь и каждый день разговариваю с жителями, и все передают. Это не должно быть только вопрос главы города. Это должен решать и глава республики, и президент Российской Федерации. Мы все власти должны решить этот вопрос переселения аварийного жилья. Спасибо большое. Спасибо. Савва Анатольевич, можете парировать и задать свой вопрос. Строго по теме. Строго по теме, да? Насчет вот школы, да, школы, сады. Евгений, как думаете, кто должен руководить учебными заведениями? Как должен идти, например, кадровый вопрос? Школа должна решить или будет назначение? Почему так говорю? Некоторые директора сейчас списки собирают в WhatsApp. Я сколько скриншотов получаю каждый день, но это же безобразие. Людей надо уважать, а не давить. Спасибо за вопрос. Но мне кажется, в первую очередь директора школ должны быть независимы от мэрии, да, чтобы никто не пользовался административным ресурсом именно этим. Поэтому директоров нужно назначать исключительно из профессиональных знаний и умений, а не там... Ну, я знаю, что у вас тоже есть представители вашей партии, директора школ, но я думаю, что это профессионал своего дела, поэтому ни в коем случае не должно быть каких-то, кроме профессиональных моментов, каких-то других моментов, да, чтобы назначать этих директоров. Исключительно профессиональные возможности самого директора. У вас все?
Да, все. Ага, ну теперь вы можете задать еще Да, один и- вопрос на произвольную тему. Время. Да, у нас, к сожалению, вот по этим дебатам не было темы спорта, но я вот хотел бы у вас уточнить. Вот здесь федерации и бокса, и все различные в городе есть. К сожалению, они очень плохо финансируются. Да? У спортсменов, тренеров нет профессионального, ну, даже любительского оборудования, тех же перчаток. Вот я хотел бы у вас спросить, планируете ли вы поддерживать спорт и как это хотите сделать? Конечно, у нас очень хороший ДЮСШ работает в городе Якутске. Надо модернизировать не только здания и материально-техническую базу. У нас очень хороший центр открывается, частник открывает. Именно социальной направленностью, например, Фархат Садыков открыл 2 центра единоборств. И есть линейка льготная для детей из многодетных, малообеспеченных семей. Георгий Яволовский открыл Академию бокса. Тоже вот так. Мы должны поддерживать именно таких предпринимателей, чтобы они открывали спортивные залы, спортивные центры. Сейчас надо решить те, чтобы в пригородах было. В Хатасе, например, мы сколько лет уже ждем, жители Хатаса, да, детско-юношескую спортивную школу. Директор тоже известный спортсмен, поэтому надо нам действительно, чтобы наши дети не обитали в торговых центрах и подъездах, да, они должны заниматься именно спортом, культурой, развиваться, поэтому мы должны досуг создавать. Это для нас приоритет номер 1. Спасибо большое, Сава Анатольевич. Ваш вопрос на произвольную тему. Произвольная тема звучит так. Люди устали от выборов, люди уже не верят. Доверия нет, доверия к выборам, потому что давление, потому что говорят, все там решено, не пойду и все остальное. Уже за последние 5 лет уже мы 3-го главу избираем. Да? А сколько было коррупций, сколько было дел, дело в мере, дело. Поэтому народ не хочет, думает, что все будут воровать, поэтому как будем вернуть доверие к выборам? Спасибо за вопрос, очень такой актуальный вопрос на данный момент. Явка с каждым годом все меньше и меньше, люди, к сожалению, да, расстроились и на выборы не ходят. Нужно призывать людей голосовать. И самое, что меня беспокоит, да, в этом моменте, это, конечно же, административный ресурс. Он все равно присутствует. Я сам лично с этим столкнулся, я писал письма более 50 организациям для проведения встреч, в том числе и организациям, которыми руководит городской округ город Якутск. Все отказали. Кто-то сослался на ковид, хотя до 50 человек собрание можно устраивать. Кто-то сослался на то, что очень много работы. Такого быть не должно. Поэтому доверие граждан нужно возвращать, нужно, чтобы у каждого кандидата были равные возможности для агитации, для несения своей точки зрения. Спасибо большое. Сейчас у нас выступают кандидаты за кафедрами 3 и 4. То есть начинает Аял Афанасьевич, парирует Виталий Валерьевич. Время. Уважаемый Виталий, да, я хотел бы... Вы ничего не рассказали про транспорт, я хотел бы выслушать ваше мнение по такому интересному и экологически чистому общественному транспорту, как трамвай. Что вы думаете? Ну, идея совершенно не новая. Еще Илья Филиппович Михальчук планировал запустить то трамвай, то троллейбус по городу Якутску. Но давайте мы такими-то утопическими прожектами заниматься не будем. У нас город уже сложился, автобусные маршруты сложились. Вопрос в том, чтобы проконтролировать движение общественного транспорта и чтобы люди не стояли на остановках и не ждали его лишнее время. Для этого необходимо пересмотреть взаимоотношения с частными перевозчиками. Сегодня у нас город, есть одна общественная организация, в которой сведены все автобусные бригады, и они фактически разделили город. У них нет между собой конкуренции. Ну, и раньше иногда они подрезают друг друга, между собой отдельные водители соревнуются, но нет конкуренции в плане того, что никто не пытается предложить лучшие условия для перевозки граждан, чтобы этот маршрут получил дополнительное развитие. Я в свое время предлагал еще предыдущему главе, даже не Сардане Владимировне, я предлагал предыдущему главе рассмотреть возможность ввести конкурсную составляющую при выборе бригад на маршруты. Спасибо. Ваш встречный вопрос на заданную тему.
Я тоже слушал ваше выступление в самом начале, вы там много говорили про то, что надо сделать. Ну, не сказали ни разу, как надо сделать. Вот, например, как именно вы будете решать проблему нехватки мест в муниципальные детские садики? А как уже еще раз сказал Рауна, да, до этого, как у нас вообще возникла в городе эта проблема нехватки школ и детских садов. Эта проблема возникла с тем, что у нас город был построен не многоэтажным. В принципе, пока город был таким, мест для школьников и детских садов худо-бедно как-то хватало. Но в связи с тем, что начали везде повсеместно по городу в одиночном порядке возводить многоэтажные дома, без учета того, что там количество школ и детских садов. Надо использовать опыт постройки кварталов 202-203, чтобы сразу со школами и детскими садами. Спасибо. Аял Афанасьевич, на произвольную тему ваш вопрос. Коснулись выборов и так далее. Я считаю, что все-таки, конечно, у нас тенденции не очень хорошие, но считаю, что Аксентьева Сардана Владимировна показала, что горожане решают. Вопрос. Вопрос не Да. успел задать. Да или нет? Конечно, горожане решают. Более того, я вам могу рассказать, как именно Сардана Владимировна стала мэром. Она стала мэром вопреки поддержке административного ресурса. Я как раз буквально на днях, я же был в ее штабе предвыборном, я буквально на днях поднял просто скриншот своей собственной записи в 2018 году с выборов по итогам результатов. Я перечитал его, и мне понравилось, что я там увидел. То есть там написано, что я осматриваю сейчас кабинет, в котором собрались люди, чтобы поднять бокал шампанского за победу. И в этом кабинете нету директоров предприятий, в этом кабинете нету продажных ломов или административно запуганных ломов, в этом кабинете нету директоров школ, в этом кабинете не стоят чиновники, никакого министра не стоит, никакого муниципального чиновника не стоит. В этом кабинете не стоит ни один из тех, кого мы называем генералами. Там простые люди, несколько горсточка журналистов и блогеров, обычные люди с улицы, которые пришли в штаб и работали на него, и несколько небольших средней руки предпринимателей. Вот кто решил выборы в 2018 году. Виталий Валерьевич. Люди решают. Встречный вопрос на произвольную тему. Вот здесь коллеги обменивались репликами, и прозвучал вопрос про то, что на явку влияет снижение доверия жителей к выборам. Ваша партия «Родина» внесла большую лепту в то, чтобы подорвать веру людей в честные выборы. В 2018 году вы сняли Владимира Федорова. В этом году вы снова отстрелили часть кандидатов, и тот же Федоров не смог участвовать, хотя у него большая электоральная поддержка. Вот вам не стыдно за то, что вы отбиваете у людей желание приходить и участвовать в честной избирательной кампании? Виталий Валерьевич. Прошу прощения, какой был вопрос, такой и будет ответ. Я знаю свой родной, любимый город Якутск. Мы очень протестны, что показали прошлые выбора. То, что партия «Родина» сделала, я думаю, конкретно я как кандидат, думаю, было необходимо сделать, чтобы не допустить в кандидаты мэра человека, который сидел и который, извините меня, купил диплом не знаю где, в метро или еще где. У меня все. Спасибо. Спасибо. Переходим к другому кругу. Сейчас у нас по диагонали, глаза в глаза, начинает кафедра номер 1, задает вопрос кафедре номер 3. Первый вопрос по строго заданной теме. Поехали. Время. Так, хорошо, Аял, чем вы сможете, у нас автодороги же, да, тема еще, автотранспорт, чем вы сможете заменить песок на дорогах в зимний период, который осыпается, и потом очень много проблем с пылью, да, у нас в городе?
На прошлых выходных я выступал на тему, меня спрашивали про уборку снега. Я думаю, что действительно уборку снега надо начинать с ноября, а при местах оледенения все равно приходится, нам вынуждены будем использовать песок, потому что любые другие реагенты, думаю, это уже намного хуже будет, чем песок. Спасибо. Встречный вопрос. Так. Вопрос транспорта, да. Вы считаете, есть возможность снижения оплаты за общественный транспорт? Спасибо за вопрос. Вопрос снижения тарифов, конечно, нужно обсуждать, но здесь нужно учитывать и тот фактор, что у нас дорожает топливо, все дорожает, и жизнь дорожает. У всех, у тех же водителей, они же тоже люди, они должны зарабатывать хорошую, достойную зарплату. Поэтому вот сейчас уровень, который 30 рублей, я думаю, очень оптимальный. На ближайшие 2 года, по крайней мере, дорожать не должно. Но и понижать тариф, я думаю, тоже пока не целесообразно. Спасибо. Можете задать вопрос на произвольную тему. Время. Да, спасибо. Я как немножко от темы отвлекаюсь, да, от таких, скажем так, интригантных вопросов. Я задаю вопросы по тем вопросам, которые беспокоят наших жителей. Вот вопрос сельского хозяйства. Как вы будете развивать сельское хозяйство в городе? И я думал над этим, да, что сельское хозяйство и город. Я считаю, что в городе сельское хозяйство должно быть именно тепличным или многокомплексным, более современным и техничным. А средства там, конечно, очень хорошо сделали, и очень показательный пример. Но мне хотелось бы большую часть сельского хозяйства все-таки вывести в районы. Якутия большая, ближайших районов, например, в Намский, ну и Покровский, Кангаласы. Спасибо за ответ. Можете задать вопрос на произвольную тему. Время. Хотел бы обратиться, спросить просто вопрос. Якутия является многонациональной республикой. Как к этому относится ваша партия? Какой вопрос именно? У Многонациональность. нас вся страна многонациональная. Мы очень положительно на это смотрим. И мы не разделяем национальности на ту или иную. Мы один единственный народ. И мы вместе трудимся во благо республики, во благо всей страны нашей. Национальный вопрос у нашей партии никогда не стоял и не стоит. Может, там кто-то что-то приписывает, да, наши, скажем так, политические оппоненты для оттягивания электората, но это все вранье, потому что во всех национальных регионах примерно один же и тот же вопрос звучит вы все знаете, да, вопрос, который обычно нам приписывают. Во всех национальных регионах этот вопрос конкретно под определенную нацию звучит. Это все вранье на нашу партию. ЛДПР всегда за многонациональный народ выступала. Спасибо. Переходим к нашим кандидатам за кафедрами 2 и 4. Начинает Сава Анатольевич, Виталий Валерьевич отбивается. Виталий, что Время. будем делать и точнее, в случае избрания, что будете делать с самостроями, самозахваченными землями, с проблемными домами, которые вот по Лермонтове есть, вот проблемный участок за 4-м магазином. Какие у вас идеи именно по данному вопросу?
Ну, самозахват – большая головная проблема города Якутска, но сразу могу сказать, что нельзя на нее кидаться с шашкой. Потому что, например, есть проблема гаражей, нехватки гаражей. В городе более 70 тысяч автомобилей, у людей просто не хватает мест в гаражных боксах, и у нас нет, кроме 203-го микрорайона, подземных парковок. Вот. Поэтому, например, взять и немедленно кинуться на самовольно установленные металлические гаражи я не собираюсь. Надо давать людям возможность, надо их постепенно вывозить. То же самое касается различных киосков и павильонов. Надо сначала посмотреть, какая предыстория была, потому что вчера этот был законопослушный предприниматель, который платил аренду, сегодня вдруг у него с ним договор не перезаключили, он не попал в схему размещения НТО, и его надо вывозить. Если есть возможность дать человеку легализоваться, это нужно делать. Но в целом с самозахватами, конечно, нужно бороться, и в первую очередь там, где пытаются в наглую ставить крупные дома, капитальное строительство, которое позволяет потом приватизировать землю. Вот с этим надо разбираться. Время и ваша возможность задать вопрос на заданную тему. Время. У меня есть вопрос. Вот будущий мэр города Якутска обязан будет в этом году построить более 40 километров дорог по федеральному нацпроекту. В прошлом году кое-как со скрипом, стонами, криками и в дождь и слякоть заканчивали 23 километра дорог. Тендера начали проводить только 17 марта. Как вы будете выходить из ситуации? Вы сами ответили в начале выступления о том, что тендера надо пораньше начать, чтобы участников было больше. Вы сами об этом говорили. И мы действительно должны выбирать те улицы, которые приоритетны. И в одном, например, округе строить несколько улиц одновременно, да, например, это неправильно. Потому что очередность должна быть, чтобы транспортного коллапса не должно быть. Например, в этом году продолжится строительство четырехполосной дороги по объездному шоссе. Улица Пирогова будет строиться, это правильно, в одном округе 2 дороги. Поэтому здесь надо, например, смотреть именно какие части города должны этот первостепенные должны быть, да, и по проспекту Ленина. Не надо бояться, что вот 2 года будем строить к столетию республики проспект Ленина. И здесь перекрытие, такое тотальное перекрытие не будет. И здесь будет частичная работа. Поэтому, мне кажется, по срокам должны успеть и будем успеть. Сава Анатольевич, спасибо за ответ. Ваша возможность задать вопрос на произвольную тему. Время. Произвольная тема. Виталий Обедин выступил с призывом войти в команду. Я на самом деле это в первых дебатах я об этом предложил. Но суть даже не в этом. Действительно, мой штаб, наш штаб ни с кем не судится, ни с кем не жалуется. Когда вот убирают, я, может, грубо скажу, оппонентов, это неправильно и некорректно. С кем хотят бороться, да? Поэтому, как вы думаете, вот чистота этих выборов, по вашей оценке, по 10-бальной шкале? Она даже на 5 не дотягивает, потому что мы все видим тотальное применение административного ресурса. Я сегодня встречался с жителями села Пригородный, так вот, нас даже не пустили в клуб местный. Поэтому администрации, чтобы люди не могли пообщаться с другим кандидатом альтернативным, проще заморозить своих людей, выгнать их на улицу, заставить их, сопли морозить на улице, стоять, мерзнуть, зарабатывать себе различные простудные заболевания, чем пустить в клуб, который содержится на их же налоги. Поэтому мы видим, какой беспредел осуществляет партия Родина, которая выполняет функции натуральной торпеды, уничтожая неугодных кандидатов. Мы видим сплошь и рядом засилье использовании административного ресурса на организации встреч. У меня дочка 4-классница, ей приходит сообщение родителям, что от каждого класса необходимо обеспечить одного родителя на встречу с господином Григорьевым. Это что? Уровень. А потом говорим, не втягивайте детей в политику. Ну ладно, детей не втягивают, классных руководителей втягивают. Отвратительно, грязно. И сейчас еще начали национальный вопрос катять. Это вообще недопустимо. Спасибо. Сейчас немножко скажу слово, потому что вопрос звучал провокационно, и постфактум поставим желтую карточку Саве Анатольевичу. Виталий Валерьевич тоже получил желтую карточку за вопрос к Аялу Афанасьевичу. Ну, он... Нет, это не провокационный вопрос, да. просто Аялу Афанасьевичу про партию Родина, и поэтому продолжим. Ваш вопрос на произвольную тему. 30 секунд.
Ну, я был удивлен, когда кандидат от коммунистов вместо ответа на мой вопрос процитировал мне мое выступление, но это говорит о том, что он признает мои здравые мысли и хорошие предложения. Так вот, более того, в своем первом выступлении кандидат от КПРФ прямо позаимствовал пункт из моей программы. Он сказал, что я закрою центр города от застройки точечной. Этот пункт программы у нас с Владимиром Федоровым был еще в 2013 году, и он сейчас в моей программе. Поэтому очень хорошо, что вы заимствуете мои хорошие мысли, но скажите, пожалуйста, а я из вашей программы, например, какой бы пункт мог позаимствовать? По безопасному городу. Мы для кого и для чего будем работать? Чтобы город был безопасным, чтобы город был освещенным. Сейчас освещенность только 30%. Чтобы город был зеленым, сейчас только менее 10%. Вот такие программы, конкретные задачи есть. По безопасности, да, мы камерами наблюдения смотрим только совсем малую часть, ниже 5% города. Это только проспект, это центральная часть города и несколько скверов. Даже общественное пространство, тот же парк мы не наблюдаем. Поэтому вот в темное время суток бабушки, дедушки, дети, женщины не выходят в город, потому что боятся, просто боятся. Поэтому мы должны установить много камерами, и ЕДДС мы должны поменять новый ситуационный центр. Мы на ладони все должны видеть город Якутск. Тогда у нас преступлений не будет, тогда у нас жители будут чувствовать комфорт. Спасибо большое. Завершился еще один круг, яркий. Сейчас у нас оставшиеся кандидаты. Начинает Евгений Викторович. Вопрос задает Виталию Валерьевичу. Первый вопрос на заданную тему. Время. Да, спасибо, Виталий Валерьевич. У меня к вам такой вопрос. У меня вопрос из народа. От собственников маршрутных автобусов. Я знаю, предыдущая команда, которая была с Арданой Владимировной, рассматривали вопрос о переводе всех собственников маршрутов под ЕПАК, да, как единый оператор. Что вы по этому поводу думаете и собираетесь вы это делать? Нет, конечно, это не собираюсь, потому что сегодня владельцы частных маршрутов, они же частные предприниматели. С какого лешего они должны находиться под муниципальным предприятием? Нормально координировать работу транспорта – это одно. Для этого есть отдел транспорта в составе департамента специального. А загонять частников под муниципальное предприятие, ну это полный бред. Это противоречие законам рынка, и это ни к чему хорошему не приведет. Как только вы начинаете частнику указывать, как ему работать, он немедленно впадает в убытки, и потом начнет требовать компенсацию дополнительных расходов, которые у него возникают из-за выполнения обязанностей по обеспечению жителей транспортными перевозками. Ну, мне вот вопрос как раз по транспорту задавали, я немножко не успел на него ответить. В чем суть? Я, например, видел город Обнинск, там организовали систему участия частных автобусов на маршрутах так, что предприниматели платят деньги в казну города за право обслуживать маршруты. Если изменить конкурсные условия, то через какое-то время можно привести, что у нас будет то же самое. И тогда мы сможем понижать цену на тарифы на проезд в автобусе. Спасибо за ответ. Ваш встречный вопрос на тему 30 секунд, простите. Вы много и часто упоминаете про 17-й квартал. Там есть одна проблема, которая лично у меня, как у будущего мэра, вызывает сплошную непрерывную головную боль. Как нам решить вопрос с 7-й шумовой подзоной? Как мне расселять и застраивать 17-й квартал? Вопрос интересный, конечно. Если есть закон, его, к сожалению, обойти, скорее всего, не получится. Поэтому нам нужно смотреть развитие нашего города в той зоне, куда не попадает у нас, да, это полетная зона. Это ближе та сторона ДСК, куда у нас сейчас идут коммуникации, а ту территорию 17-го квартала, которая сейчас есть, можно отдать под рынки, под социальные объекты, какие-нибудь кружки, спортивные объекты и так далее. В принципе, это центр города, будет доступ, очень удобно, транспортная развязка. Поэтому в любом случае, если нам не разрешат там строить, вопреки законам, мы, к сожалению, не сможем это сделать. Ну, много кто говорит, что снесут и застроят, но, к сожалению, наши реалии говорят об обратном. Спасибо. Можете задавать произвольный вопрос. 30 секунд. Время. Да, вот у меня такой вопрос очень интересный. Наверное, всех кандидатов мучит этот вопрос, но никто его не озвучивает. Вопрос кадровый. Вот вы, если станете мэром, у вас какие есть уже задумки, да, кого вы поставите на какие должности, или вы будете с той же командой продолжать работать? Можете отвечать.
Так, ну, конечно, не будет такого, что я приду и немедленно разгоню всю мэрию, потому что как минимум средний и младший состав должны работать, потому что если я приду всех разгоню, я останусь один в этом здании, и, простите меня, город встанет. Но я знаю, что мне нужно делать для того, чтобы обзавестись командой по-настоящему профессионалов. Я буду первые 2 недели после прихода к руководству городом проводить совещания с отраслевиками. И я буду не только спрашивать их о проблемах в отраслях, там, у предпринимателей, представителей образования, представителей строительного сектора. Я буду спрашивать у них о том, кого они мне могут порекомендовать, поставить им куратором, начальником управления, департамента, может быть даже заместителем мэра из их среды, профессионального человека, пользующегося уважением. Причем я бы лично был заинтересован в том, что это был человек из среднего управленческого звена. Потому что сегодняшний генералитет, который директора предприятий, крупные руководители, во многом получили эти должности не за свои профессиональные качества и заслуги, а потому что они удобны, лояльны, потому что они свои люди, потому что за ними стоят землячество, партии и так далее. Вот так я буду решать этот вопрос. Ваш встречный вопрос на произвольную тему. Время. Вы представляете партию, лидер которой, Владимир Вольфович Жириновский, отличается очень экстравагантным поведением. Он таскает женщин за волосы, дерется иногда в Госдуме, но сейчас по возрасту уже не дерется, купается с мальчиками в бассейне, ходит с мужиками в сауну и зачем-то это выкладывает в интернеты. Кроме того, он регулярно оскорбляет людей в прямом эфире, дарит демонстративно деньги на встречах с населением. Вот вам как-то, вы чувствуете, вот вы готовы, например, так же себя вести, и чувствуете ли вы ответственность за такое поведение лидера? Каждый человек уникален, да, по-своему, и все выступления Владимира Вольфовича доказывают, и то, что у нас партия уже 31 год нашей партии, доказывает то, что все, что делает наш лидер, это делается во благо партии. Каждый человек уникален по-своему, и каждого человека свое отношение, да, к тому или иному случаю. Кто-то вырывает из контекста определенные вещи, да, и в широкие массы льет, да, основную суть при этом не показывая. Кто-то, в основном это так и происходит в журналистской среде. Вырывание из контекста, наша партия, между прочим, да, если брать в целом и Российскую Федерацию, и Республику Саха-Якутия, сделала больше всего для людей, чем все партии вместе взятых. Конкретно в Республике Саха-Якутия, если вы ознакомитесь именно с теми инициативами, которые предлагала наша партия и предложила, и которые были приняты, вы удивитесь. Спасибо за ответ. Хотел дать желтую карточку за оскорбление журналистов, но проедем. За оскорбление журналистов, а за то, что мы вообще обсуждаем людей, которых здесь в студии не присутствуют, я считаю, что заслужил желтую карточку тоже Виталий Валерьевич, потому что у нас сегодня риторика... Красную карту надо было дать сразу. Уже следующая точно будет красная. Осталась одна желтая, в принципе, наверное, уже... Да. Если так трепетно вы мне сказали, я сразу бы в желтом костюме пришел. Хорошо. Сава Анатольевич задает вопрос Аялу Афанасьевичу по заданной теме. Время. Аял как раз говорит про трамваев, да? На самом деле многие города отказываются, потому что город стоит, наш Якутск, небольшой по сравнению с российскими, хотя он занимает 61 место, да, пробки. Поэтому трамвайные пути, как вы собираетесь устанавливать, если дороги у нас, сами понимаете, какие, и вообще, как будем работать с расширением улиц по пробкам, по заторам, какие у вас видения? Вопрос, который я задал Виталию про трамвай, он был шуточный. Конечно, все мы прекрасно понимаем, занимаемся здесь. Мы понимаем, что строить здесь трамвайные пути и реализовывать вообще трамвайный парк это нереально. Так же, как и строить метро, по крайней мере, в ближайшие, не знаю, лет 50. Что касается автотранспорта, да, это сложный и комплексный вопрос. У нас по городу в основном ездят старые модели пазиков, и давно их надо планомерно и заменять хотя бы на новые модели, на более широкие модели пазов. Спасибо, Аял Афанасьевич. Сава Анатольевич, просим не комментировать ответ вашего оппонента. Аял Афанасьевич, у вас 30 секунд, вопрос по теме. Уважаемый Сава, вы коснулись темы детского досуга.
Меня интересует вопрос, да, как это будет? Это будет что-то в качестве дворца детства, игровых площадок или все-таки это места для семейного досуга? Именно чтобы заниматься культурой, спортом, чтобы дети наши получили специальность, например, музыкальная школа, да, чтобы занимались художеством. Поэтому здесь много вариантов. Быстро возводимые здания сейчас строятся очень хорошо. Можно освобождать некоторые здания под детские досуговые центры. Например, моя дочка ходит в смарт-библиотеку. Это очень суперсовременный, хорошее заведение, да, поэтому многие талантливые люди занимаются, и мы с радостью отправляем дочку в кружки. В школах должны работать кружки, потому что после обеда там идет вторая смена, поэтому некогда, да, как говорится. Поэтому наши дети, мы, родители, должны знать, чем после обеда будет заниматься или наши дети где находятся. Поэтому досуг мы должны обеспечить, чтобы наши дети, повторюсь, не обитали в торговых центрах и в подъездах. Можете парировать вопросом на произвольную тему. Время! Я, в отличие от наших оппонентов, я вас не знаю, поэтому сперва хотелось бы узнать, кто вы, чем вы занимаетесь. И вопрос, как будете работать со старшим поколением, с поколением 65+, и с детьми войны, которых в Якутске 8,5 тысяч человек. Ну, что про себя могу сказать? Я горожанин города Якутска, я здесь родился, здесь учился в начале 31-й школе, потом в Сахатурецком английском колледже поступил в ЯГУ, ФИИ окончил. Что же касается старшего поколения, я воспитан довольно в традиционном формате, поэтому я считаю, уважение к старшим вообще в России, в Якутии всегда было, и всегда уважительное отношение к старшему поколению, тем более тем, кому уже за пенсионный возраст. Конечно, это особая категория граждан, которым нужно особое внимание. Спасибо за ответ. Сейчас прозвучит финальный вопрос этого этапа. На произвольную тему 30 секунд. Время. Да, вот. Я упомянул свой колледж, Сахатурецкий колледж, очень был хороший опыт международного сотрудничества по школам. Как вы думаете, возможно ли это реализовать сейчас, в 21 веке? Конечно, вопрос очень актуальный. Сахатурецкий колледж, Сахаканадская школа, у нас были сахабельгийские, сахафранцузские школы. Мы же, международная артистская школа создана, да, в Якутске. Мы должны именно развивать, чтобы у наших детей был интерес именно к иностранным языкам, был интерес к точным наукам, IT-технологиям. Действительно, мы должны это освоить, поэтому язык обязательно нужен и актуален, поэтому мы будем создавать или в школах развивать ассоциированные классы, ассоциации, например, с разными международными разными странами, тем более город побратим со многими городами мира, и мы можем совместно реализовать. Наши дети, когда с факелом в Олимпии перед Сочи в эстафете участвовали, это же была большая гордость, поэтому мы детей должны отправлять и развивать. Ну что ж, спасибо большое. Насколько я понимаю, все вопросы заданы сегодня, все перчатки подняты. Местами чрезмерно остро это все звучало. И мне кажется, что после этого напряженного раунда нашим телезрителям, может быть, имеет смысл пересмотреть некоторые моменты для того, чтобы удостовериться, что мы слышали то, что мы слышали. И соответственно, мы предлагаем вам 4-й раунд. Как и
Не знаю, у меня, допустим, потребность есть такая, немножко на лайте провести 4-й раунд, поэтому он и будет такой. Мы предлагаем вам прогуляться по любимому городу, по нашему любимому Якутску. Этот тур носит название «Улицы родного города». Конкурс несложный, однако проверяющий ваши знания и способность ориентироваться в городе, мэром которого вы хотите стать. Каждому кандидату будет показана фотография, по которой нужно угадать, на какой улице или в каком, то есть с какой именно улицы, не что она изображает, или в каком районе она была сделана. Очередность по кафедрам. Начинает кафедра номер 1, на ответ дается 1 минута. Рассуждение вслух приветствуется, разрешается, и можете комментировать и анализировать фотографию прямо во время когда будете отвечать. Ровно минута, время пошло, и покажите, пожалуйста, Одна фотография да, фотографию номер 1. Да, это Ярославского. Так, насколько я понял, да, Ярославского, сквер учителя. А с той стороны у нас Рекпалатов, да, по-моему, или как она, вот, с той стороны, которая не сфотографирована. Да, и выходит, значит, на улицу Октябрьская. Очень легкая фотография. Можете вот за кафедрой, вот там вот, где стойка, можете открыть, посмотреть ответ правильный. Конверт-сюрприз где-то. Как подарочек под елочкой. Надо же. Да. Ярославского. Да, Ярославского, перекресток с улицей Октябрьская. Сава Анатольевич, кафедра номер 2, покажите, пожалуйста, нам фотографию. Посложнее. Сава Анатольевич, Да. что вы думаете, что вы видите и ваши вот мысли? Определить не могу. Это Сайсарский район, улица. Какие-то знакомые, может быть, объекты? Подсказать можно, нет? Да, можете подсказать, почему нет? Вот гидромет. Гидрометслужба, да, Якова Потапова. Я вот когда посмотрел фотографию, да, вот в центре высокоэтажный дом стоит, я сперва перепутал, поэтому начал думать, где же этот район. Действительно, это гидрометслужба, Якутское управление, и улица Якова Потапова, и Сайсарский округ, то, что я вот, подумал. Можете посмотреть ответ. Лермонтова, да? Да, только немножко с другой стороны. Да, с другой стороны. Ага. Ну, коллеги, кандидат за кафедрой 3, Аял Афанасьевич, пожалуйста, покажите нам фотографию для кафедры номер 3. Что вы видите, комментируйте, пожалуйста. А это недалеко от центра. Я могу вроде. Подсказывайте, Сава Анатольевич. Вот графика нарисованная очень знакома. А так ракурс. Родзинского, 16-й квартал. Я туда ребенка вожу в школу. Спасибо большое. Вот как раз заброшенное здание, надо это развивать. Кстати, да. Аял Афанасьевич, можете проверить? Сава Анатольевич у нас, да, Родзинского руководит строительным округом. Ему... Свой округ все знаю, а вот Да. по другим могу ошибаться. Да. Ну и Виталий Валерьевич, ваша фотография. Покажите, пожалуйста, фотовопрос для кандидата за кафедрой 4. Очень просто. Это улица, если не ошибаюсь, Ярославского. Ну да. Что Ну вот эти, стоп, это Кулаковская же, это же прокуратура, по-моему. Да? Нет? Нет. Я удивлен. Мне очень сложно, я плохо визуализирую, я в машине всегда читаю. НВК Саха. Дом, где жили Ваше президенты. родное издание. Я буквально рядом, там, в 2 метрах живу. Ну, я очень плохо визуализирую, потому что не вожу сам машину.
Вот там буквально находится редакция Якутского вечернего, какое-то Да, время да. она там стояла. Можете посмотреть, проверить. Ну что смотреть, я верю на слово. Спасибо большое. И на этой прекрасной ноте мы, наверное, будем закругляться, да? Да, да. Да, предлагаю нашим читателям, зрителям посмотреть и тоже ориентироваться. Завтра будет примерно сходный вопрос и поразвлекаемся. В общем. Ну что ж, спасибо вам большое. Сегодня чуть-чуть больше времени у нас заняли наши дебаты, чем в прошлый раз, но и гораздо более интенсивнее и, как мы уже говорили, поострее немножко все это было. Спасибо вам за то, что присутствовали, спасибо за осмысление тем, спасибо за вопросы, которые задавались. Завтра мы будем рады видеть зрителей на второй части этого дебатного забега, в которой, соответственно, вторая четверка встретится. Это Иван Комаров, Илья Паймушкин, Микаэль Заболотный и Евгений Григорьев. Уважаемые зрители, хотим уведомить вас, что помимо завтрашних дебатов, которые состоятся в 19 часов, 22 марта в 6, то есть в 18, пройдут дебаты экспертного клуба журналистов. Ну и мы призываем всех зрителей, всех неравнодушных горожан, всех тех, кто любит свой родной город Якутск, принять активное участие в выборах с 26 по 28 марта, сделать свой сознательный, независимый, продуманный выбор. Всего вам доброго и удачи нашим кандидатам. Спасибо. Спасибо. Немножко